Здравствуйте! Доброе утро! Сегодня четверг, 1 февраля, в студии Светлана Звонарева. И Влад Портнов. И сегодня первый день последнего месяца зимы, а значит, скоро весна. И это хорошая новость. Ну, в нашей сегодняшней программе будет много хороших новостей. Обещаем. Продолжайте нас смотреть. Не любовь, есть ли будущее у брака по расчету? Своими руками, но по советам специалистов, представляем оригинальные идеи валентинок. Истинный мексиканский вкус. Как приготовить горячий шоколад с перцем чили? Статистика показывает, 60% браков распадаются в первые 3-5 лет совместной жизни. Подожди, Свет, мы же обещали хорошие новости. Ну, может быть, для кого-то это хорошая новость, но мы сейчас о другом. Обещание мы свое выполним. Например, в нашем первом сюжете расскажем о том, что не так уж плох брак по расчету, а впереди вас ожидает очень интересный разговор. Смотрите. В России появилась мода на браки по расчету. Об этом говорит статистика. Еще в конце 90-х годов из корыстных побуждений заключали союзы лишь 5% россиян, а сегодня уже 60%. По мнению психологов, такой брак прочнее, чем созданный по любви. Эльмира Ихсанова уверена, во-первых, пара должна понимать, что такое любовь, а затем уже принимать какие-либо решения. Любовь в браке – это очень важно, но очень важно понимать, что такое любовь. Любовь на самом деле это совокупность разных чувств. Любовь это и уважение к человеку. Любовь это и доверие, когда ты можешь рассказать человеку, доверить свои какие-то тайны, открыть свое сердце, тебе не страшно с ним поделиться. Это и общие интересы, да, это когда людям, у них общий кругозор, им интересно с друг другом. Это общие ценности, то есть это огромный спектр. Зачем человек создает семью? Зачем именно тебе нужна семья? И вот очень полезно, если каждый поразмышляет над этим вопросом и задастся. Важно также видеть истинное отношение человека к вам. Ведь все мы меняемся постоянно, и важно самому уметь любить. По мнению психологов, миллионы людей не любят, а пытаются закрыть внутреннюю пустоту другим человеком. Вообще таким людям разобраться, что такое любовь, и чаще всего у тех людей, у которых возникает такая тема, у них проблемы с самооценкой. Нужно разобраться, кто я, чего я хочу, какие у меня цели. Тогда будет понятно, какая рядом с вами картина мира. Что вы начнете четко различать, чем вы отличаетесь от той картинки, которую вы хотите. И вы будете понимать, почему вы сейчас имеете рядом с собой такой мир, таких людей. Возможно, вы поймете тогда, что дело не в любви и не в этом человеке, а дело в каком-то определенном вашем поведении. Браки созданы благодаря уму, а не сердцу, в целом счастливее, чем браки по любви и страсти. Но многое зависит от самих супругов, ведь отношения – это как костер. Если вовремя не подложить дрова, он погаснет. А наши герои решили, что их чувства прошли все испытания, и они готовы к созданию семьи. Поздравляем! Так, как мы обещали, в нашей студии интересный гость – это Римма Набиуллина, профессор кафедры психотерапии и наркологии Казанской государственной медицинской академии, доктор медицинских наук. Римма Рафаэльевна, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Да, у нас сегодня будет такая необычная тема. Вы человек такой реальной профессии, можно так сказать, да? А мы сейчас перейдем немного в астрал, скажем так. Да, вот верите ли вы, как вот психиатр, в порчу? Вот вы знаете, такой интересный вопрос. У одного и того же понятия есть разное понимание у специалистов магических всевозможных специальностей и у психотерапевтов, у психиатров. Вот если называть порчу обыденным языком, то можно ее перевести на язык психотерапии, например, сказать, что это негативное внушение или негативная установка. В моей практике были случаи, когда женщина заболевает, и мы в гипнозе выясняем, что, оказывается, ей когда-то сказали, что вот на тебе порча. В 60 лет ты вот заболеешь тяжелым заболеванием и умрешь. Напророчили, так скажем, установку сделали. Да, дали такую негативную установку, она в 59 лет начинает ждать, там что-то здесь не здоровится, там кольнуло. Самовнушение. И тут уже все, у нее разворачивается, она попадает в больницу, и выясняется, что вот это, наверное, можно назвать порчей, но это негативная установка, это негативное внушение, которое сработало как порча. То есть, тем не менее, это работает? Ну, конечно. Но работает исключительно в нашей голове. Тогда совет, да, вот как людям быть в такой ситуации?
Вот, смотрите, на самом деле никакая порча, никакой там сглаз на тебя не подействует, да, если ты это не примешь, если ты не возьмешь это, да, если ты, как человек, отвечающий за свою судьбу, ответственный, знаешь, что ты сам создаешь свою судьбу. Вот. И интересный такой момент, что насколько человек уверен в себе, полон сил, там, ведет здоровый образ жизни, там, энергично и так далее. То есть такого человека труднее пробить, вы согласны? Да, да, в общем, да. Есть еще одна тема, есть порча, а есть приворот. Любовный приворот. Да, любовный приворот. Вроде бы тоже абсурд, но с другой стороны, сотни тысяч ходят к гадалкам, пытаются приворожить любимого. Здесь все так же работает. Если ты веришь, что приворожится, если нет, то нет. Я вам такую вещь скажу, что если, допустим, у порчи есть там аналог, там, негативная установка внушения, я хочу сказать, что у каждого вот этого термина, допустим, приворот это больше созависимые отношения, это созависимые личности. Это люди, которые из отношений в отношения могут испытывать какие-то там страдания, там качели какие-то эмоциональные. Если у них какие-то нормальные отношения, это даже им неинтересно, их не устраивает. Вот. И, наверное, здесь суть вот этих всех терминов в том, что нужно решать психологические проблемы человека. Очень удобно прийти к магу, снимите с меня порчу с глаз, да, не принимать на себя ответственность за свое состояние, да, мне это сделали, да, я жертва, и вот эта позиция жертвы, она как раз-таки и проигрышная. Нет, приворот, привораживаешь ведь человека, допустим, который, может быть, об этом даже и не знает. Как это может на нем сработать? Будучи человеком науки, тем не менее хочу сказать, что еще в 1666 году самый Ньютон, да, Исаак, который вот эти законы все по физике мы изучали в школе, он о таком термине впервые заговорил, как аура. Наш советский ученый Семен Кирлиан, он на свою собственную зарплату проводил множество всяких исследований, в итоге которые сейчас уже широко распространены. То есть есть такое понятие, как аура, тонкое тело, есть, как бы мы не могли бы там сопротивляться этому, там, утверждать, что тонкого тела нет, есть только материальное, это абсурдно. Конечно, энергетические какие-то наши поля, энергетическая там оболочка человека, все такое, мы можем быть уязвимы для всевозможных каких-то вещей, которые проводятся там. И это научно? Это научно или это паранаучно? Вот вы знаете как? Есть вещи, которые, допустим, в психиатрии все вот эти вещи считаются, это мистика, абсурд, и если больной вам будет высказывать всякие такие вещи, то, ему напишут, что высказывает бредовые идеи, наведение, порчи там, и так далее, да? Вот. Но если отойти от академической науки, да, и сказать, что сейчас уже и наука подтверждает такие вещи, которые, не сугубо академические. Понимаете? Другое дело, что все эти привороты, они никогда не приводят ни к счастливой семье, даже если кто-то это пытается. Согласен. Никогда это ни к чему хорошему не приводит. Дети в этой семье несчастны, там родители имеют проблемы с этими детьми. Даже если говорить об этой стороне, никогда ничем хорошим насилие над личностью другого человека не заканчивается. Да. И все, кто делают привороты, порчи, там, я не знаю, сглазы, они в первую очередь страдают сами. Римма Рафаэльевна, давайте в заключение буквально пара слов. Дадим совет, как справиться с порчей, которая нас настигла. Вроде бы понимаешь, или с какой-то такой подобным влиянием, каким-то воздействием. Вроде понимаешь, что абсурд, но вместе с этим и начинаешь себя плохо чувствовать. Что-то типа того. Мои дорогие, если у вас даже есть какое-то подозрение, да, что кто-то там, да, мне нравится, для верующих, наверное, это такое высказывание, апостол Павел сказал: благословляйте проклинающих вас. Я хочу сказать такую вещь. Подобное притягивается к подобному. Если в вашей ауре, если в вашем тонком теле, если в вашей психике только любовь, добро, гармония, никакая порча к вам не притянется. Потому что подобное притягивается к подобному. Человек добрый, излучающий сочувствие, сопереживание, любовь, он просто, вы знаете, его волна – это другая. Понимаете? Это как если вы хотите послушать Релакс ФМ, да, вы набираете определенную, да, волну, и вы будете слушать Релакс ФМ. Если вы настроены на добро, на любовь, то вы это притянете.
Думайте Отлично. о хорошем, настраивайтесь на хорошее, и все у вас будет хорошо. Замечательный совет. Спасибо Я думаю, большое. что все приняли Да, к сведению. да, мы Очень прям- полезный был разговор. Заметила, мы сами с тобой сейчас заулыбались внезапно. Да, стали добрее. Спасибо большое. Будем надеяться, что добро победит. Сейчас небольшая реклама. После этого мы продолжим нашу программу. И снова здравствуйте, продолжаем нашу программу. Сегодня у нас как-то получается стык науки и антинауки. Сейчас мы продолжим, наверное, скорее около научным знаниям. Гороскоп. Кому интересно, внимание. Итак, гороскоп обещает Овну напряженный день, когда придется не только понервничать, но и поспорить с родственниками. Тельцам ожидает нелегкий, но достаточно богатый на события в личной сфере день. А трудности возможны, если вы сами позволите собой манипулировать. Близнецы. Обстоятельства сложатся не в вашу пользу, но грустить по этому поводу не следует. Потому что четверг, скоро выходные. Раки, если хочется пощекотать себе нервы, то соглашайтесь на соблазны, только не нойте потом. Звезды Да. именно так и пишут. Сомнительные соблазны, видимо, не будут. нойте потом. Гороскоп обещает Льву яркий день, который запомнится на весь месяц. Если наберетесь терпения, то дождетесь звонка человека, который вам очень дорог. Дева. Этого стоит подождать. Да, Дева, вот может быть девы позвонят. Дева, вы сможете легко справиться с любыми проблемами, если правильно к ним подойдете. Главное – холодная голова. Ну а мы продолжаем, и сейчас в нашей программе постоянная рубрика «Забери меня, мама». Привет, говорит, привет. Доброе утро! Сегодня мы хотим вас познакомить с маленьким солнышком. Всю свою любовь и свое тепло она дарит всем, кто находится в доме ребенка номер 1 города Казани. Зовут ее Кассандра, ей всего лишь 2 года. О ней нам расскажут ее воспитатели. Смотрите. Кассандра у нас девочка очень активная, подвижная и любознательный ребенок. С Кассандрой мы занимаемся над концентрацией внимания, так как у нее внимание неустойчивое, и работаем над координацией движения, и также занимаемся над познавательным развитием. В общем, у нас очень хорошая динамика в развитии. У Кассандры есть свои любимые игры, в которые она играет как с воспитателями, так и самостоятельно. Она любит проводить время в сенсорной комнате, а еще ей интересно рассматривать книги и узнавать картинки. Сейчас мы занимаемся над развитием сенсорики, мелкой моторики. Мы сейчас активизируем ее речевые функции. Звукокомплексы у нее новые появились, единичные слова. С другими детишками тоже она хорошо играет, она очень хорошо идет на контакт. Очень любознательная. Все, что ей не даешь на занятия, она все старается выполнить. Такая трудолюбивая девочка. Кассандра очень любит внимание взрослых, но при встречающихся трудностях на помощь их не зовет, старается справиться сама. Мы очень желаем, чтобы наша Кассандрочка попала в хорошую семью. Она очень любознательная, активная. И хотим, чтобы родители подарили ей любовь, ласку, внимание, заботу. Ну и, конечно же, вкладывались в нее, так скажем, в ее развитие. Телеканал ТНВ, программа «Здравствуйте» и ООО «Торговый комплекс» дарит Кассандре вот такой вот подарок. Мы надеемся, что у Кассандры скоро появится своя семья, которая подарит ей заботу и любовь и поможет справиться со всеми трудностями. Для будущих родителей Кассандры телефон указан на экране. Мама, забери меня домой, я хочу вдвоем с тобой просидеть до ночи. Вот начали программу с информацией, что сегодня будут хорошие новости. Будем надеяться, что скоро к нам тоже придет хорошие новости. Кассандра найдет своих папу и маму. Пока продолжим наши бытовые истории, бытовые проблемы. Хорошая новость для тех, кто подолгу работает за компьютером. Среднестатистический 70-килограммовый человек, меньше, да? Меньше, чем 70 килограммов, тратит примерно 102 калории в час на то, чтобы сидеть ровно за компьютером. Ну, это неплохо, да? Вот видишь, почему я такая стройная. Много сидишь за компьютером, все понятно. Теоретически, чем больше вес, тем больше калорий расходуются. При стандартном 8-часовом рабочем дне вы можете избавиться от примерно 816 калорий. Ничего себе! Результат. С другой стороны, сколько ты потребишь за то время, пока ешь. Конечно, это не повод сидеть за компьютером еще больше и есть все подряд. Рубрика «Приятного аппетита» будет нас соблазнять прямо сейчас. В эти холодные дни приготовьте горячий шоколад со жгучим перцем чили.
Вам понадобится 150 граммов шоколада, пол-литра молока, 1 чайная ложка корицы, пол чайной ложки чили, по 1 чайной ложке крахмала и ванильного сахара. Измельчите шоколад. Доведите молоко до слабого кипения. Добавьте корицу, ванильный сахар и чили. Насыпьте шоколад. Постоянно помешивайте, загустите массу крахмалом. Приятного аппетита! Необычный рецепт какой. Мне кажется, очень пикантно получится. Но почему нет? Тем более вот наша тема располагает к романтическим таким сюрпризам. Сейчас полезные советы для всех, кто хочет укрепить отношения. Мы... Не про это? И про это тоже. Мы про подарки к 14 февраля смотрим. Для первой идеи нам понадобятся акриловые краски, акриловый лак, кисточки, клей ПВА и наши заготовки. Записываем на диктофон фразу, которую вы хотите подарить вашему любимому, и переносим полученное изображение на компьютер. Обрабатываем фото так, чтобы осталась только картинка нашего эквалайзера. Обрабатываем наждачкой нашу поверхность. Покрываем поверхность белой акриловой краской. Ждем, пока высохнет краска. Так как мы печатали наш график на обычной бумаге, нам нужно ее сделать тоньше. Для этого мы обклеиваем обычным скотчем весь наш лист. Убираем пузырьки пластиковой карточкой. Сорвав скотч, мы снимем верхний слой бумаги. Отрываем ненужные части бумаги. Размачиваем лист в воде и аккуратно выкладываем его на файл. Затем убираем излишки влаги. Смазываем наше изображение разбавленным клеем ПВА. Переносим изображение на нашу поверхность. Чтобы не было видно перехода с бумаги на поверхность, зачистите их границу наждачкой. Декорируем панно акриловой краской. Покрываем лаком наше панно. Для второй идеи нам понадобятся воздушные шарики, плотный картон, коробка для вашего подарка и ниточка. Напишите послание вашему любимому. Сворачиваем его и вкладываем в наш шарик. Вкладываем в шарик пайетки, надуваем его и завязываем. Пишем указание к подарку на кружочке и прикладываем к нему булавку. Ниточкой привязываем его к шарику и вкладываем все в нашу коробку-сюрприз. Дарите подарки и радуйте своих любимых.
Да, забавные романтические такие подарки. И всегда, на самом деле, самый лучший подарок, особенно для любимого человека, это тот, который сделан собственными руками. Да, и более того, я подумал, сейчас в шарик, наверное, можно было и кольцо положить. Да? Ну, если парень А в коробочку шубу, сделанную собственными... Кто о чем? Пойманную собственными руками. Если вы сегодня остаетесь дома, то шуба вам не пригодится. Зато на ТНВ будет много всего интересного. Вот что именно. Сберечь корни, сохранить самое ценное, передать свои традиции, жить в гармонии, радоваться от души. Всему этому научат в фольклорном ансамбле «Суконная слобода». Каравай сегодня в 13:00 на ТНВ. Волшебные сказки, известные во всем мире. Свой редкий экземпляр есть и в Казани. Книга величиной с ладонь дошла до наших дней с 18 века. «1001 ночь». Фолиант в столетнем переплете сегодня в 14:45. Простите, но здесь жила Наталья Проскурова. Нет, мы ее не застали. Мы по тройному обмену. Письма, правда, приходили. Я их на почту относила. А вы не знаете, где она сейчас может быть? Нет. История отношений молодой актрисы и инженера, прошедшего войну. Какова она, любовь вопреки? На чем строится родство душ? И можно ли вернуть прошлое? Алексей Баталов и Лариса Лупиан в фильме «О сложном выборе». Поздняя встреча сегодня в 21:00. И снова здравствуйте. Настало время узнать, где встречает это утро Даниор Кинжаев. Он-то расскажет, что сегодня надевать. Шубу или что-нибудь попроще. Да, ну и заодно какую-то полезную информацию. Даниор, привет. Слышишь нас? Даниор. Привет, ребят. Всем здрасте, доброе утро. Это Ми-8, а я Даниор Кинжаев. Продолжаю вам рассказывать о народных приметах. Итак, сегодня 1 февраля, день Макария, весноуказателя. Считается, что в этот день в старину не рекомендовалось никому работать. Именно поэтому люди собирались все вместе и ходили друг к другу в гости. Самое главное, в этот день нужно было пить чай из самоваров. А самовар полагалось заваривать валенками. Потому что в старину самовар считалось, что самовар обладает магическими свойствами. И в этот день, 1 февраля, он способен зарядить вашу обувь положительной энергетикой, а это помогало в будущем избежать нежелательных недугов. В общем, в этот день они еще примечали погоду, и примет сегодняшнего дня гласит: если на Макария метет метель, то это значит, что весна совсем-совсем еще не близко. Но метели, как видите, нет, а это может значить только одно, что весна, наверное, подступается где-то. Будем на это надеяться. Мне лишь остается вам напомнить о погоде в Казани. Сегодня температура воздуха составит минус 13, минус 15 градусов. Сейчас светит солнышко, но после обеда его не будет, будет облачно. У меня на этом все. Всем отличного настроения. Грейте себя и своих близких, и меня, потому что я уж замерз. Пока-пока! Пока, Даниор, скоро спасибо. Прилетит он к нам на голубом вертолете. Да, Ми-8, как он сказал. Около работы припаркуется, да? Хорошо. Грейте себя и своих близких. Хороший совет, но кто-то к нему не прислушивается. И статистика разводов. Да, про нее поговорим. 50-65% браков заканчиваются разводом. Кстати, меньше всего в процентном соотношении разводов в семьях, где не один и не два, а много детей. Ну вот и продолжим мы детскую тему. Игры со льдом – увлекательное занятие, которое развивает тактильные ощущения у детей, мелкую моторику рук и расширяет познание об окружающем мире. В сегодняшнем ролике мы подготовили для вас несколько идей для игр со льдом. Рисование цветным льдом. Такое занятие подойдет деткам, которые перестали тащить все в рот. Чтобы подготовить такой материал для творчества, вам понадобятся формы для льда, пищевой краситель или акварель, зубочистки, картон и, конечно же, вода. Залейте форму водой. Добавьте в ячейки пищевые красители или краски. Чтобы руки ребенка не пачкались во время игры, советуем вставить зубочистки. В этом вам поможет небольшой трюк с картоном. Замороженные сокровища.
Наверняка многим мамам знакома история, когда дети пытаются принести с улицы найденные ими сокровища. В ход идут ветки, камушки, листочки, цветки. Мы предлагаем вам заморозить всю эту красоту и посмотреть, как выглядят разные природные материалы со слоем льда. Ледяная флотилия. Используя схему, которую мы уже описали в первой идее, можно подготовить целую флотилию корабликов, с которыми можно придумать множество занимательных игр. Самое главное – подготовить сразу много корабликов, ведь тают они очень быстро. Поднять паруса. Яйца динозавров. Разнообразить игры со льдом можно с помощью воздушных шаров. Посмотрите, какие чудные яйца динозавров у нас получились. Можно поиграть в то, как они вылупляются и уживаются в современном мире. Рисование по льду с солью. Вам понадобится большая миска, пищевые красители или акварель, соль, поддон и, конечно, вода. Заморозьте в пластиковой миске или силиконовой форме для выпекания большой кусок льда. Когда вода замерзнет, достаньте лед и облейте его холодной водой и выложите на поддон. Разведите пищевой краситель или краски. Пусть ребенок рисует как ему угодно. Затем посыпьте лед солью и наблюдайте за маленьким волшебством. Ой, класс. На что только не идут родители, чтобы детям было хорошо и интересно. Слушай, ну интересно было, правда. Прекрасные советы. Правда. Если вы не разглядели все советы, тогда можете посмотреть повтор программы на нашем сайте tnv.ru. Сейчас мы передохнем немного, посмотрим рекламу и продолжим. У нас много всего интересного впереди. Мы продолжаем нашу программу. Заговорили про детей, заговорили про развлечения с детьми. Теперь давайте поговорим на тему серьезную. Да, серьезную юридическую тему гражданства детей. Если у вас есть такая актуальная проблема, внимание, сюжет. Гульнара Ильдусовна, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Продолжаем разбираться с юридическими вопросами. И сегодня вопрос такой. Как оформить гражданство ребенку, гражданство Российской Федерации, если родители иностранцы или один из родителей иностранец? Этот вопрос становится все более актуальным, поскольку у нас все больше становится смешанных браков, тогда, когда один из родителей является иностранцем, а другой, например, гражданин Российской Федерации. В этом случае можно назвать при получении гражданства ребенком два принципа. Есть принцип права почвы и есть принцип права крови. Вот когда мы говорим о том, что если ребенок родился в семье, где один из родителей гражданин Российской Федерации, то в любом случае он имеет право получить это гражданство. Это принцип крови, независимо от того, где он родился. Берем случай, когда он родился на территории Российской Федерации. Тогда, конечно, безоговорочно ребенок принимает гражданство. Причем территория Российской Федерации, мы считаем, в том числе это воздушные морские судна, которые зарегистрированы за Российской Федерацией, это диппредставительство наше, которое находится за границей. Поэтому территория Российской Федерации, она определена, исходя из этого определяется гражданство. А есть еще у нас ситуация, когда, например, семья проживает за границей, за пределами Российской Федерации, один из родителей является гражданином Российской Федерации, другой иностранец. В этом случае ребенок также может стать гражданином Российской Федерации, хотя он родился на территории иностранного государства. Единственное, в этом случае требуется обязательно документ, справка о том, что то иностранное государство, где родился ребенок, он не находит оснований для того, чтобы предоставить ему свое гражданство. Почему вопрос стоит так? Дело в том, что у нас есть по международным договорам конвенция о безгражданстве, поэтому о сокращении безгражданства, которая была принята в 1961 году, она как раз склоняет все иностранные государства к тому, что если ребенок родился на их территории, то предоставлять им гражданство. Но если эта ситуация случается, как мы с вами говорили, и один из родителей – это гражданин Российской Федерации, то Российская Федерация всегда предоставляет это гражданство. Еще один случай,
которые хотелось бы оговорить. Например, на территории Российской Федерации проживает семья полностью иностранцы, то есть не граждане Российской Федерации, либо один из родителей, единственный, который не является гражданином Российской Федерации, то в этом случае тоже Российская Федерация готова предоставить гражданство такому ребенку, но опять же требуется справка от уполномоченного органа того иностранного государства о том, что они не находят оснований для того, чтобы предоставить свое гражданство того иностранного государства. И когда вот задают вопрос, а как доказать, что если действительно только один родитель, каким образом решить этот вопрос, то есть масса документов, которые подтверждают такие ситуации. Например, это может быть справка о безвестно отсутствующем родителе, это может быть справка о лишении родительских прав, это может быть документ о том, что мама сама записала в органах ЗАГСа в качестве отца того или иного гражданина. То есть все эти документы, они устраивают, и на основании них этот вопрос решается. Интересная тема и, самое главное, полезные советы. Спасибо большое, Гульнара Ильдусовна. Продолжаем разговор, даже так, продолжаем серьезный разговор. С сегодняшнего дня на 2,5% проиндексирована ежемесячная денежная выплата, самая массовая социальная выплата в России. Кого она коснулась, об этом расскажет Зоя Пещальникова, заместитель начальника управления Пенсионного фонда России в Ахитовском районе города Казани. Зоя Федоровна, здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Итак, Зоя Федоровна, кого коснулась нынешняя индексация? Ежемесячная денежная выплата, или как привычнее это ЕДВ, касается федеральных льготников. Это и инвалиды, ветераны боевых действий, герои Советского Союза и России, герои социалистического труда и другие категории граждан. Дети-сироты, дети-инвалиды, что-то? Дети-инвалиды относятся к категории инвалидов. А какое количество у нас в Татарстане таких льготников? 340 тысяч. То есть это те граждане, кому в настоящее время Пенсионный фонд по Республике Татарстан выплачивает ежемесячную денежную выплату. А какая еще государственная поддержка предусматривается? Но одновременно с ежемесячной денежной выплатой еще проиндексировалось на 2,5% набор социальных услуг. Это та же государственная мера поддержки тем же категории граждан. Какие есть услуги? Что входит в этот набор поддержки? Набор социальных услуг состоит из 3 частей. Первое – это лекарственное обеспечение, второе – это санаторно-курортное лечение, и третье – это бесплатный проезд на железнодорожном транспорте, пригородном, и на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. По поводу лекарств, да, на вашем языке, мне кажется, это называется натуральные льготы, да? Правильно я понимаю? То есть набор социальных услуг можно получить 2 способами. В натуральном выражении, это непосредственное получение услуг, и либо в денежном эквиваленте, если вы отказываетесь от натурального вида получения. А вот есть какая-то статистика, больше граждане пользуются натуральными услугами, либо денежные средства выбирают? 50 и насколько на 50. Правильно? Как вы посоветуете? 50 на 50, где-то по Республике Татарстан 60% отказывается от набора социальных услуг. Но это определяет, конечно, сам гражданин. В любом случае, получать в денежном эквиваленте или в натуральных услугах, перед тем, как принять решение, необходимо посоветоваться с лечащим врачом, и только после этого принимать решение. Понятно. Если решение поменялось по ходу, да. Вроде бы начали это насколько действует? Это, по-моему, ежегодно, да? До 1 октября необходимо подать заявление. Если ранее, в предыдущие периоды, гражданин уже подал заявление об отказе от набора социальных услуг и получать будет в денежном эквиваленте, то тогда повторно обращаться в пенсионный фонд не надо. Вот если решение поменялось, тогда необходимо до 1 октября подать заявление в пенсионный фонд о возобновлении предоставления набора социальных услуг. Кстати, хочу сказать, что такое заявление можно подать в электронном виде, то есть через сайт пенсионного фонда, через личный кабинет гражданина. И приходить в пенсионный фонд тогда в данном случае уже не надо будет. А можно озвучить проиндексированную стоимость услуг? Конечно. С 1 января 2018 года, то есть на сегодняшний день, полный набор социальных услуг составляет 1075 рублей 19 копеек. То есть если распределить по 3 частям, предоставление медицинских препаратов на стоимость 828 рублей 14 копеек. Санаторно-курортное лечение – это 128 рублей 11 копеек.
И бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и междугородном транспорте к месту лечения и обратно – это 118 рублей 94 копейки. Либо он получает это, как мы уже сказали, деньгами. Ну, то есть здесь, мне кажется, выгода очевидна. Вот как мне, может быть, кажется, да? Я думаю, да. То есть натуральным... Ну, конечно, стоимость льготами, того же лечения или лекарств, это же здесь или стоимость несравнимо. путевки, да, и 128 рублей. Так, ну, наверное, только советы остались. Вот действительно, может быть, вы обратитесь к нашим зрителям. Как лучше поступить, да, как правильно поступить и... Взвешивайте грамотно, 128 рублей или путевка, да? Примерно так. Определить каждый гражданин должен сам. Советовать не могу, то есть здесь каждый принимает решение самостоятельно. Да, кстати, у нас есть пенсионеры продвинутые, ну, льготники, продвинутые люди, да, старшего поколения, кто умеет пользоваться интернетом и активно это делает. Есть возможность как-то оформлять какие-то документы, может быть, часть документов с помощью сайтов, приложений и так далее? Да, как я уже сказала, через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России можно подавать заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты, а также о возобновлении предоставления набора социальных услуг. Ну все, теперь мы во всеоружии. Зоя Федоровна, спасибо большое за советы. Спасибо. Будем надеяться, что теперь точно никто не пропадет. Пока мы поговорим о дне сегодняшнем. Сегодня в Казани много происходит всего интересного. И, конечно же, нам об этом расскажет Камила Хакимуллина. Смотрим. Всем привет! Сегодня 1 февраля и с вами Камила Хакимуллина. Сегодня буду рассказывать вам о разных интересных событиях. Делайте звук погромче и внимание к сюжетам. Народный артист Татарстана Габдельфат Сафин с новой концертной программой «Ике Бишле». Его проникновенный голос, тщательно подобранный репертуар, уникальная режиссура концертов год за годом собирают полные залы благодарных зрителей по всей России. Приходите и вы. А вот концерт совсем другой направленности. В Казани выступит легенда сибирского рока Олег Манагер-Судаков, участник групп «Гражданская оборона», «Коммунизм», «Родина». Интересный вечер намечается, но это еще не все. Смотрим. «Укрощение строптивой» – самая известная комедия Шекспира. Вот уже 5-е столетие остается одним из самых интригующих сюжетов мировой драматургии о вечном противостоянии мужского и женского начала. О вечной борьбе, победителем в которой может стать только любовь. Катарине, дочери купца Баптисты, давно пора замуж, но желающих связать себя узами брака с непокорной и своенравной девушкой не находится. Только Петруччо, прельстившись богатым приданым, берется во что бы то ни стало усмирить строптивицу. Из всего многообразия казанских событий мы выбираем лучшие. Смотрите нашу рубрику каждое утро. Пока-пока! Спасибо, Камиле, за полезные советы. Мы тоже выбираем, да, самые лучшие советы в нашей программе. И сейчас очередной из них от Олега Кондрашова. Да, он расскажет, как простым ластиком сделать вещи удобнее. Творить чудеса! Да, творить чудеса. Внимание! Здравствуйте! Правда, ведь бывают такие ситуации, когда мы не можем решить самую простую проблему в быту. И я, Олег Кондрашов, подкину вам пару-тройку идей, чтобы облегчить вашу жизнь. Наверняка многие сталкивались с подобной ситуацией. Компьютерная клавиатура совсем устарела, шатается из стороны в сторону, но не спешите так сразу выбрасывать. Эту клавиатуру еще можно реанимировать. Для этого нам потребуется немного стирательной резинки. Отрежем небольшой кусочек ластика. Затем воспользуемся клеем. Далее сажаем на клей подготовленный кусочек пластика и повторяем то же самое с другой стороной клавиатуры. Таким образом, у нас получились две ножки, благодаря которым клавиатура не будет шататься, и, ко всему прочему, такая импровизированная подставка не будет царапать ваш стол.
Кстати, о сохранности мебели. Тот же самый ластик можно использовать также в качестве подставки под мебель, например, под стул. Ведь довольно часто мебель царапает линолеум или паркет, ремонт которых выливается, как правило, в копеечку. Также отрезаем небольшой кусочек ластика, который в последующем крепим на одну из ножек стула на клей. Таким образом, у нас получилась мягкая подкладка под мебель, благодаря которой ваш паркет останется невредимым. Надеюсь, мои советы будут полезны, и вам не придется просить помощи у других. Правда, рыбка? Ну, конечно, мы всегда будем просить помощи у Олега Кондрашова. Он в этом спец. У него и у его рыбки. Я не знаю, умеет ли рыбка его читать, потому что, ну, Олег же толковый парень, он, может быть, ее читать научился. Да, но здесь про нее мы кое-что сейчас скажем. Да. Про представителей, да, кстати, этих рыбы были, знака. нет? Не было еще рыб? Нет, рыб, по-моему, еще не будут, было. внимание. Да, продолжение астропрогноза. Весы. Мы на весах остановились. Гороскоп не обещает вам безоблачный день. Тучи могут прийти совершенно с непредсказуемой стороны. Будьте начеку. Скорпионам необходимо дождаться более подходящего момента, чтобы быстро решить назревшие проблемы. Идем дальше. Стрелец. Хороший день для тех, кто занимается физическим трудом. Вы многое успеете. На улице холодно, будете торопиться, наверное, поэтому. Козерог. Зачем переживать о том, что не случилось? Лучше подумайте о том, как все можно изменить. Так, дальше. Гороскоп рекомендует Водолею успокоиться. Все решится без вашего участия. И вот, наконец, рыбы. Да, правда, рыбка? У рыб с утра будет плохое настроение, даже любимый человек не будет радовать. Зато это благоприятный день для отдыха, уединения и хобби. Ну, такой разгрузочный день тоже иногда нужно делать. Наша программа подходит к концу. У нас до сих пор на связи Даниил Кенджаев. Сейчас он нам напомнит про погоду. Даниил, мы собираемся на улицу. Да, напомни нам, как дела. Привет, ребят, всем привет. Здравствуйте, доброе утро еще раз. Я продолжаю вам рассказывать о народных приметах. И главная примета сегодняшнего дня гласит: если сегодня денек выдался морозным, то это значит, что лето будет жарким. А жарким оно будет как примерно мой спуск. Я напоминаю вам о погоде. В Казани сегодня температура воздуха составит минус 13, минус 15 градусов. У меня на этом все. Всем отличного настроения. Грейте себя и своих близких. Пока-пока. Спасибо, Даниил, вот, пока. Да, пример, как надо греть себя. Да, и как нужно начинать рабочий день. Надеемся, что он не опоздает на работу. Это все, что мы успели вам рассказать сегодня. Ну а вот что вы увидите завтра. Хобби, которое подойдет каждому. Минимум вложений, максимум удовольствия. Форма. Качаем руки с помощью эспандера. Приятного аппетита! Готовим картофель с необычной начинкой. Итак, это и многое другое завтра в 8:10 на ТНВ. Программа «Здравствуйте». Будем рады вас видеть. Ну а сегодня вас радовали, создавали вам хорошее настроение, надеемся. Конечно, и делились полезными советами. Да, мы Влад Портнов, я Светлана Знарева. Увидимся с вами завтра в это же время в 8:10 на ТНВ. Ну а сегодня хорошего продолжения дня. Удачи! Пока-пока.